бордюры, вставляем, забор, где Ке Ргудлай Августович район дис Полудин Жихетай, Довостная республика Дин Хилин, во правительство Дин администрация Дин руководитель Дин, Садлай заместитель, Нусрет Мухаммедович Амара Мухманхана. Бага Мухман Дихкалас, муниципальный район Дин Хил, Нариман Абдулмуталибован, район Дин собрание Дин председатель Штибек Мухаммедханован, администрация Дин Хилин Садлай заместитель Лацис Аруджеван, в райондин сажежде жавудар колу чирин дестедин юриш сардар хуре ядмихта станция дал Калефена. Райондих Каластанишхун Нусрет Мухаммедовича Сардаркин Даркуш Казмаляр водоводин очистной сооружение Рилай Эгечун Кретна. То есть здесь механическая чистка не нужна, да? Вот они отсюда поступают, песчаный. Вот прямо в лоток, да, вот снизу, вот песчаный. Вот биологическая очистка. Вот здесь биостанция, вот здесь. Система, вот она нажимаете, она как дает каждое самое. Показывают задвижки какие. Это здесь дает уровень, сколько воды, в каком отсеке. Например, вот этот круглый, там все датчики стоят. Синий показывает, какой уровень, в каком этом. Сколько вот в каждом фильтре уровень воды показывает здесь. Сколько вот это микрофильтратор вообще. Это все вот здесь показывает на компьютере. Весь процесс. Да. Они все включены, они пока я обслуживаю их. Да. И все это тоже на каждый датчик, на каждый автомат вот эти подключения здесь идет. А это идет у нас общий вход. Имеется в виду генератор, питание сетей, генератор, короче. Когда свет отключается, через 5 секунд автоматически генератор включается, дизель-генератор. Стоит? Вот здесь стоит французский дизель-генератор. Сливная вода куда? А сливная куда идет? Сливная вода? Да, у вас много мест договора. Вот это сброс, это сброс, это сброс. И там, это да. комиссионный фильтр. Это Конечная стадия. Вот сюда идет 400 труба, вот оттуда распределяется на оба отсека. Первый, второй отсек. И что потом с илом делается? И оседает. ила вода, которая ила оседает. Лишнее Эти две линии параллельно работают или как? Они могут одновременно тоже работать. Или когда один заполнится, пока один чистится? Не, это по отдельности. Это от первой линии, это второй линии. Сброс воды вот сюда Вот там регулярно идет или когда там открывается шлюз? Нет, она автоматически. По необходимости. Автоматически пневмоклапаны открывает, когда накапливается уже своим грузом это иль, она автоматически открывается этот шлюз. Ну, задвижки. Нет, сучки от него. если она слишком грязная, самая такая грязная, через каждые 15 минут открывается. Да, участок. И все, может сейчас. Пока, учитывая, что это такой промежуточный осмотр, есть вопросы, которые надо дальше дорабатывать. И самое главное, чтобы уложили в график производства работы. Чтобы график производства работы строго соблюдали. А одновременно с вашей стороны вы, наверное, должны уже подготовить специалистов для работы на этом сложном объекте. Таких объектов, я не знаю, здесь... В Дагестане нет. В Дагестане. Ну вот, не знаю, может, Арнаильские очистные сооружения, это такой тоже... Я же говорю, с Эстонии пришли эти специалисты, устанавливали у вас это. оборудование, Тарнаирские не работают? Сложно оборудование, соответственно, хорошие специалисты надо подготовить. Тарнаирские работают, да? Да. Составили, в общем, дорожную карту, Несет Магомедович. К сожалению, у нас хороших специалистов нет. Как дальше работать? Многие вопросы нам приходится ездить, спрашивать, когда вот специалистов нет. Мы им предложили выехать, составили дорожную карту, поэтапное решение, пошаговую инструкцию по всем этим вопросам. Как подать воду до Касымкента.
Потому что им поручено до 19 октября открыть эти очистные и подать воду в Касымкент. Вот этот процесс. Да, это должно быть событие серьезное, потому что вы сами знаете, как глава обращает на это внимание в этом году, какие суммы выделены на вообще водоснабжение да. по республике, 30 объектов, из них один из крупных объектов, этот Сардаркин, Даркуш, Казмаляр. Поэтому миллиард 700 на это водоснабжение, не считая программу по развитию села, там 240 миллионов оттуда еще идет. Там более 2 миллиардов общая сумма идет этих объектов. Но задача всего не освоить деньги, задача подать воду людям, облегчить их жизнь. Все я правильно. думаю, вот это, тем более к юбилею района вы не подойдете. Не. Решить этот вопрос. Здесь все готово, до Касымкента все готово. Только вот там колодец один остался, шел благоустройство, нужно сделать. Знаешь, остальное все готово. Официально введенные объекты я видел, которые уже не работают. Ну, сейчас Послушай, специалисты послушай меня нужны. внимательно. Нусрет Магомедович является первым заместителем главы администрации правительства. Он приехал предварительно, чтобы ознакомиться, доложить руководству, чтобы они приехали, посмотрели этот объект. Здесь очень много недоработок, он просто вам не сказал из-за уважения. Не сказал. Это все надо устранить. И эти сроки надо уложиться. Это очень серьезно. А нам, в соответствии с дорожной картой, вы не упрощаете. Нет, конечно. Недоработанные вопросы, выехать, все составить, начиная от того, что где глава будет открывать кран, вентиль, да, заканчивая, кто будет работать, сейчас пригласить их, пусть вместе проработают, пусть вникают, пусть это делают, объявить конкурс, управляющая компания, регистрировать. Это не просто так, за 2 месяца. Вы думаете, успеете, что ли? Тогда это специалисты нужно это делать, чтобы поставить, чтобы воду... Лаборантов найти, там у них должна быть лицензия, работать. там всякие моменты есть, которые вы лучше меня знаете. Ну а вот это щитовая, сложное оборудование. Да. За 5 секунд можно угробить это все. Конечно. Можно, конечно. Да. А потом все очистные сооружения будут стоять. Вся оттуда же идет. Мы-то можем эту работу сделать, такие асфальт, это работа, а эти Не, это вас не работаем, касается, это это специалисты должны заранее подготовить, заранее прийти, заранее это обслуживать, заранее с ними договора составить, чтобы потом этого не было сбоя. Герман, ты особо действительно контролируешь это план-график. Если хоть есть на у день вас план отставания, график? если Да даже на есть, день есть еще отставания, там Это есть вот, максимально детализировать надо, там 2 строчки не бывает, там 19 мы сдаем. Здесь объем не знаете, сколько нужно освоить? Какого числа они должны быть бордюр уложен, какого числа асфальт уложен, все должно быть Здесь у вас около расписано. остался месяц, 1,5, да, вот если так взять вот общий сложность. Здесь около 20 миллионов рублей минимум освоить надо вот по этим вот для того, чтобы... Внутриочистных, да, Внутриочистных, не говоря уже другие вопросы. Поэтому вот должно быть ежедневно и конкретно, что должен делать. Потому что здесь шутки вот не бывает. Давайте мы так договоримся. Ежедневно мы камеры здесь тоже надо установить. Установите, пожалуйста, камеры. Ну, камеры есть. Камеры есть? Камеры у Нет, нас с есть. выходом. Веб-камеры, да, на администрацию, да. Это отметьте у себя. И ежедневно мне или УКС, или сторож отправляет фотографии по WhatsApp. Что делается? Вот это Ежедневно. самый надежный контроль. Ежедневно. И по этой дорожной карте, и по графику работайте. Не успевает, будем предъявлять претензии. Будем вот эту организацию в черный список выведем, чтобы с ними больше никто не дружил. Если по их вине. Если по их вине. Финансы есть, деньги выделены, пожалуйста, осваивайте. Да. Какие вопросы? Görünlay hukumatin javobdar polugchi rayondin zorba etigunral ci qaydayar ümürdüz küçürmüş svay karxanayra ana. İjergeda yazam alyut xurin şkola din etigunral xurin maişatin palasa karxanada va yatar qudzavay mever zavodda ana. В этой школе. Ну, это 5 помещений на одного работника или на 3, или на... Обязательно сделать. И вот здесь вот по забору. Посмотрите по проекту, забор так идет или не так идет. Если так идет,
Ничего страшного. Если по-другому идет, мы никогда акт не подпишем. Знаете. Это сайт может курса. Как? Там труба, вода не идет, отсюда все на... Серьезно, по-моему, нужно. КамАЗ куда Из них плодоносящие посадки 17-18. Уже посажены? Посажены, да. 30 гектар из них плодоносящие. 60 гектар с левой стороны от нас. Это посадка этого года весной. И планируем на осень 140-150 гектаров фундука и 30 гектаров на осень яблонный сад. Супер интенсивные сады вот такие. Вот впереди у нас Общая сколько площадь будет? Общая площадь у нас будет сейчас в данное время 120 гектаров интенсивные сады. Это только здесь, внизу еще 15 гектаров. Внизу 15 гектаров, да. А вообще сколько будет? Фундук, где будете сажать? Фундук тоже вон здесь? там по дороге увидели, где плантаж. Подняли плантаж. Плантаж видели, да. Да. И там будет 140-150 гектаров фундука. Мы планируем около 500 гектаров фундука, мы пока так планируем, и яблонные сады будут. В общем, 1000 гектаров будет Около, здесь. да. Сбыт урожая куда? Ну, это коммерческое дело, занимается этими. Ну, есть клиенты сейчас уже. Сюда подходят, приезжают. забирают, да. В прошлый раз мы же видели. Как раз Да. министр приезжал. Своими фурами приезжают. Вот у нас проблема сделать приоритетным этот проект. Почему проблема? Ну, потому что этим занимаемся, это уже проблема. Документы, это все, как это организовать, как это сделать, чтобы он попал в число приоритетных проектов республики. 1000 гектаров садов суперинтенсивных и фруктохранилища. Да. Я думаю, такой проект. 33-й указ президента Республики Дагестан, там расписан порядок. Ну вот мы этим занимаемся. Агентство по привлечению инвестиций. Если они какие-то проволочки там Поможете? строят, поможем, никаких проблем. 33-й указ, да? Да, ну, там было. Свет Магомедович, первый заместитель главы администрации правительства. Главы правительства. Вкратце покажи. Сегодня я приехал сюда в район, чтобы посмотреть, как идет ход строительства объектов. Особенно меня интересовало строительство водовода Сардаркин-Даркуш. Вы сами знаете, что этот объект находится на особом контроле главы республики. В отличие от предыдущих лет в этом году на строительство объекта водоснабжения более 1 700 000 000 выделено. Еще не считая другие программы, которые только по республиканской инвестиционной программе. А этот объект один из крупных объектов республики, который. И он обеспечит в текущем году подачу воды уже 25 000 человек качественной питьевой водой. Сегодня мы осмотрели очистные сооружения очень на высоком технологическом уровне построены. Все в соответствии с проектом. Дальше мы посетили объект строительства школы, которая строится в рамках программы «Сейсмобезопасность». Качественная работа, выполняется в срок. Все. А так посетили мы объект «Полоса», коммерческий проект, который действительно это впечатляет. Этот объект 140 гектаров суперинтенсивных садов, где уже будет занято около 300 рабочих, как мне сказали. Но это не просто 300 рабочих, это семьи, обеспеченные определенным доходом. Это, конечно, радует, когда видно, что район развивается всесторонне. Видно, как участие принимают сами жители района, непосредственно выходцы из района, меценаты, которые помогают строить разные объекты. В целом остался доволен посещением этого объекта. И в конце, как экскурсионную, посетили мы завод «Мевер», тоже на высоком уровне. Эту воду мы в республике хорошо знают, потребляют. Сам лично потребитель этой воды. Спасибо.